Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел Вадим Викторович Чернавин, предводитель Мордовского регионального отделения «Союз потомков российского дворянства. Российское дворянское собрание», или сокращенно «Мордовское дворянское собрание», да? Ну, можно и так. Вот, Вадим Викторович, скажите, пожалуйста, о вашей организации. Ну, организация была создана в конце 80-х годов по инициативе московских потомков дворян, очень активных, интересных людей. В частности, вот Сапожников такой был прекрасный человек, который организовывал. Потомки княжеских родов там были. Ну, Москва есть Москва. Вот. И эта организация объединила людей, которые так или иначе остались от того славного слоя нашего Отечества, который представляли дворяне. Вот. На первых порах, конечно, это была очень активная организация, но сейчас она в значительной степени постарела. Молодежь, к сожалению, не интересуется, мало интересуется своими корнями и не пытается активно принимать участие в наших мероприятиях. А наши мероприятия в основном касаются воспитания молодежи. В частности, вот в Мордовии мы проводим ежегодный конкурс среди школьников, посвященный памяти великого нашего цесаревича Алексея. Вот. К счастью, это имеет большую поддержку, ну, во-первых, и епархии нашей мордовской, во-вторых, Министерство образования Республики Мордовия и городского управления образования. Они нам активно помогают, и благодаря этому число участников этого конкурса достаточно широкое. Более того, даже стараниями главного нашего энтузиаста этого конкурса Дмитрия Алексеевича Сысоева в этом конкурсе принимают участие даже зарубежные школьники. Небольшое число, но тем не менее это есть. Вот. Потом мы стараемся, наше общество, Российское дворянское собрание, отмечать все императорские праздники или те даты, которые наиболее значимы для Российской империи. Это, во-первых, торжества, посвященные всевозможным историческим датам, дням рождения, памяти тех или иных людей. Ну, вот Российский имперский союз, конечно, больше внимания уделяет императорской семье, которая продолжает существовать на нашей земле, к сожалению, больше за границей. Но тем не менее, это, в общем, я думаю, очень важно для наших людей, живущих в России. Вот. Теперь по поводу вашего обращения по... А давайте еще углубим, что общество российское потеряло с исчезновением, как бы, насильственным дворянского сословия, Ну, с точки зрения морали. Сейчас, конечно, сложно сказать это, потому что, конечно, то приземление культуры, которое произошло во время революции, хотя оно, с одной стороны, культура более широкой стала, охватила большие массы людей, и, вот, но тем не менее уровень культуры, конечно, в значительной степени понизился. И те достижения, которые были в советское время достигнуты, огромные успехи и в науке, и в культуре, это все еще следы той высокой культуры, Да. которая была до революции. Угу. К сожалению, мы сейчас еще больше убеждаемся в том, что происходит потеря культуры во всех областях. Особенно, конечно, вредоносное, мы считаем, явление это попытка смотреть на Запад
и уподобляться и тем, можно сказать, нехорошим явлениям, которые происходят за границей, так называемая толерантность, либерализм, который, в общем-то, губит, к сожалению, на Западе уже давно происходит осовременение так называемой культуры. То есть вот эти все и картины, и сценические вещи, они очень имеют мало морального, низкопробного качества. Особенно нас меня лично удивляет потакание даже Третьяковской галереи и вообще даже таких, как Пушкинская, это все время попытка идти вровень с современностью и раскручивать вещи, которые совершенно не имеют никакого отношения к культуре. Это поп-культура, так называемые современные картины, которые абсолютно бездарные и, к сожалению, не воспитывает людей так, как воспитывала русская культура в конце 19-го, начала 20 века. Это, к сожалению, потеряно. И особенно, конечно, если сравнить все картины, которые были даже в пору оттепели, в конце 60-х, 50-х, начало 60-х годов, это же были высококлассные работы во всех сферах. Вот. Даже вот недавно, буквально вчера, анонсирована была выставка Зверева. Это был оригинальный человек, очень художник. Слышали, наверное, да? Я нет. Нет, Зверев. Угу. Вот у него современные, можно сказать, ну, он давно уже умер, конечно, но с 70-80-х годов это был очень современный художник. Очень большой оригинал, конечно, его третировали, изгоняли из всех мыслимых, немыслимых условий жизни, и тем не менее он оставил большой след, который вот сейчас открылась персональная его выставка. И там картины, конечно, потрясающие, в том плане, что они оригинальны очень. Их можешь принимать, их не принимать, но тем не менее это еще след той культуры, которая была зарождена в начале 20 века. Это явно прослеживается. Но оно в советское время было отвергнуто напрочь. Вот. Так что, конечно, с потерей, с ликвидацией сословий дворянства наша страна очень много потеряла. И в науке, и в культуре, конечно. А с точки зрения общечеловеческих там понятий, там доброта, нравственность, честь, ну, тем вот более, это тем более, конечно, совершенно несопоставимо. Хотя власти Советов пытались каким-то образом потом реанимировать эти качества. Потому что вот пионерская организация, комсомольская организация на словах, конечно, проповедовали свободу, равенство и братство, потому что эти понятия очень, в общем-то, хорошие. Они соответствуют чисто христианским добродетелям. Но слова одно, а результат был совершенно другой, особенно когда говорят о свободе в нашей стране, при наличии ГУЛАГа, это было, конечно, грубо говоря, вранье от чистой воды, и фарисейство, и обман. Но, тем не менее, народу важно стремиться к чему-то хорошему. И это помогало. Вот эти лозунги, они помогали, и люди работали. Не было такого рвачества, как сейчас, конечно. А сейчас и эти скажем, лозунги, которые, они даже не нет, они лозунги нормальные, конечно, но они не соответствовали той действительности, которая была в Советском Союзе. Сейчас они потеряны, у нас, к сожалению. Хотя я уверен, что доброе и начало, конечно, есть в любом человеке. Его надо только лишь воспитывать. Чем занимается наша библиотека, в частности, где мы сейчас с вами расположены. И дай Бог ей процветания, потому что она делает колоссальные дела. И хотелось бы, чтобы школьники наши
больше посещали нашу Пушкинскую библиотеку, потому что это настоящая Пушкинская библиотека, вечная и добрая. И Пушкин был дворянином, а вы к дворянству какое отношение имеете, Вадим Викторович? Ну, вот у моего отца было еще 5 детей. Из них мужского пола еще дядя Володя и дядя Александр. Вот они получили дворянство. Владимир получил в конце XIX века, а Александр уже в 16 году, буквально в ноябре 16 года, император подписал указ о присвоении дворянства. А за что присваивалось дворянство? По возрасту, это потомственное дворянство. Это потомственное, потому что наши деды, они получили потомственное дворянство благодаря тому, что их отец Владимир Леонтьевич был вице-губернатором Семипалатинской губернии. Это где? Это юг Сибири, Семипалатинск, там, где атомные. Да. Вот он в течение, по-моему, 16 лет был вице-губернатором. Причем практически он был губернатором этой области, потому что за его время, когда он был вице-губернатором, сменилось 5 или 6 губернаторов. А смена происходила таким образом, что буквально за полгода до смены власти они уже не работали практически. И после ухода губернатора еще проходило полгода, когда следующий губернатор назначался. Работали они там недолго, и поэтому вот Владимир Леонтьевич Чернавин, мой прадед, практически был губернатором. Но, к сожалению, дворянства он не имел, занимая такую должность, потому что вот вообще поражаешься нашим предкам, что, по-моему, 70% людей, которые имели право на дворянство в силу своих должностей, заслуг, не оформляли дворянство. И вот у меня другой дед. Почему? А потому что они считали, это не нужно. Ну, вроде как бы выделяться среди людей не хотелось. Была высоконравственная культура. И они не стремились к дворянству. А дворянство давало привилегии? Если в начале XIX века. А после отмены крепостного права и ряд реформ Александра II, Александра III, особенно в конце XIX века, уже никаких привилегий практически не было. Это правильно было? Отмена привилегий? Да, конечно, это было правильно, потому что выделяться тоже. Почему многие-то и не стремились оформить свое право на дворянство. И в том числе вот вице-губернатор тоже не оформил, не да. оформил. И когда он внезапно умер, он умер прямо на посту, можно сказать, его жена, вдова, добивалась 6 лет, добивалась о том, чтобы и его детям было присвоено дворянство. Первое в 1892 году было присвоено самому младшему сыну Владимиру, а старший был Всеволод, мой дед был Вячеслав. Вот 3 сына получили дворянство. Первый, значит, а 2 вторых, интересно, старших сыновей не получили дворянство, хотя они уже служили в царской императорской гвардии, были на офицерских должностях, но не имели дворянства. И когда спустя, там, по-моему, в 96 году, в 1896 году они получили дворянство, вот мои деды, мой дед и его брат старший преподавали великим князьям географию, историю. Есть воспоминания этих великого князя Андрея Владимировича о том, как он описывает этих преподавателей довольно так с юмором большим, особенно про моего деда пишет. Вот. Так что видите, какая была дворянская прослойка, довольно демократичная. Не было такой кичливости. Конечно, были люди мало привлекательные среди дворян. Даже Салтычиха, если вспомним. Вот. Но в основной массе, если мы так посмотрим историю семей дворян,
Это были очень порядочные люди, высокообразованные, конечно, и патриоты, конечно. И как по ним прошлись репрессии? Они прошло, конечно, страшные. До такой степени, что, во-первых, выкорчевали, во-вторых, оболгали, и у многих нынешних живущих даже средних годов отрицательное отношение к дворянам. Но более-менее знающие, грамотные люди это воспринимают совсем по-другому. Вот. Но теперь уже это время прошло, и поэтому возвращаться мы не стремимся, мы совершенно не пытаемся реанимировать этот слой. Хотя мы сторонники того, что единственное правильное государственное устройство – это монархия. Она для России была бы более эффективной, так скажем, как сейчас выражается. Вот. Единственный недостаток монархии – это то, что неизвестно, кто придет к власти. Так как предопределено, то, к сожалению, попадались всякие цари. Но последний период царствования, конечно, был очень удачный. Начиная с Александра, ну и, во-первых, Екатерина Великая, столько сделала для России, что дай бог любому русскому. Вот. А потом и Павел очень много начинал делать, но, к сожалению, не удалось ему удержаться. Александр был, конечно, на своем месте, но не такой сильный, как, скажем, Александр II или Александр III. Вот. Николай II тоже был очень сильный правитель, но его предало окружение. Подобрал такое окружение, которое его предало. А вы до 6 работаете, да? Нет, до 7. До 7 даже. Вот вы подготовили даже, спасибо вам, материал о тех с подробностями. Вот вы не могли бы рассказать нам? Ну, вот так как это интервью связано с памятью жертв политических репрессий, Да. то по нашей семье, конечно, прокатилась в полной мере эта семья, это каток репрессий. Первый, ну, во-первых, по материнской линии был мой дед, был ректор Томского университета. Угу. Когда? Ну, в царское время, Угу. до революции. Угу. Причем крупнейший ученый имел огромный авторитет. Конечно, он во время революции, когда образовалось сибирское правительство Колчака, Колчак, как путешественник, хорошо знал Василия Васильевича Сапожникова, пригласил его в свое правительство. И он возглавлял комиссариат по науке и культуре. Угу. И вот мечта Василия Васильевича, мало того, что он очень много сделал для процветания Томского университета, который сейчас, вы знаете, один из ведущих, он всегда ратовал за женское образование в России. И во время своей службы у Колчака он открыл в Омске высший женский институт. И это он считал своим большим достижением. Потому что организовать институт, можете представить, Колчак возглавлял правительство, по-моему, 1,5 года, там только за это время он ему дал. Но он готовил, конечно, еще в царское время. Это наверняка планы были так, расширения. Потому что в Томске были уже женские высшие учебные заведения, и вообще в университете принимали женщин. Вот. А после революции, конечно, он мог сильно пострадать во время революции, но так как чета Ульянова узнала его, то он отделался, в общем-то, довольно легко. После ареста его довольно быстро освободили, но, конечно, переживания были жуткие. Самый страшный удар для него оказался, он занимался сбором гербария.
и занимался изучением ледников. В честь него было названо две вершины, до сих пор они существуют, Василия Васильевича Сапожникова на Алтае, и ледники. Вот. Он собирал гербарий, начиная с Альпов, там, где он познакомился с Лениным, Ульяновым. Он провожал их по экскурсиям по Альпам. И с тех пор он собирал гербарии. Потом он занимался Малым Кавказом, Армения, Азербайджан. А потом вот, когда был направлен на преподавание в Томский университет, увлекся Тянь-Шанью, Памиром, Алтаем, собирал огромный гербарий. И, к сожалению, и все это у него хранилось, так называемая заимка, то есть загородный дом. И его в 20-м году сожгли, этот дом. И это было для него колоссальное потрясение, когда труд всей жизни погиб. Вот. Но тем не менее, память о Василии Васильевиче жива в Томске. В 2001 году, и даже в 2011 году отмечалось 150 лет Томского университета, и приглашали потомков ректоров. И вот одна, ну, во-первых, мои брат и сестра ездили туда, и наша кузина, двоюродная сестра, которая живет в Америке, она тоже приехала в Томск и издала книгу о своем житье-бытие небольшое. Вот. Но это уже другая история. А вот в отношении того, как наша семья, ну, вот, во-первых, Василий Васильевич пострадал в какой-то степени, хотя он дальше преподавал в университете, был почетным членом его. А по отцовской линии, конечно, семья здорово пострадала. Во-первых, был арестован старший брат моего отца, Владимир Чернавин, который был ихтиологом. Попал он в Соловки. В 30-м году был осужден в Соловки. И благодаря своему таланту... Он? Да. Давайте покажем фотографию. Таланту и умению он добился свидания с семьей своей. А жена у него была моя тетя Татьяна Сапожникова по материнской линии. Был у них сын Андрей, которому было 12 лет, когда арестовали отца. И в 1932 году, когда ему было 14 лет, они бежали из Соловков. Это был один из тех редких случаев, когда удавалось убежать из Советского Союза в таких обстоятельствах. И после этого в 1934 году они издали книгу о ГУЛАГе и о побеге из ГУЛАГа. И вот даже люди, которые узнали об этом, написали такую заметку: «Предтеча Солженицына». Это в 1934 году, это была бомба, антисоветская бомба, которая, конечно, чекисты не оставили без внимания, и в конечном счете они погубили его. История гибели его не совсем понятна и ясна, но тем не менее в 1949 году он погиб. Вот. Следующий брат моего отца был арестован сначала в 1932 году, на 5 лет в Караканде он побывал, вернулся в Петербург, и арестован был в 1940 году и расстрелян в 1941 году. Хотя был по специальности, закончил военное училище по фортификации. То есть в 1941 году это была специальность, которая архии нужна была. И тем не менее советская власть посчитала лучше его уничтожить. И он был расстрелян в ноябре 1941 года в Петербурге, в Крестах. Вот. Ну, моему отцу, которому исполнилось 17 лет в 1917 году, удалось, правда, он с трудом закончил горный институт, его выгоняли по происхождению несколько раз из горного института, но 30... По происхождению, по связи с тем, кто был осужден, да, из-за этого?
Или Ну, и это, происхождение конечно, дворянское? и дворянское, Да. и то, что братья были. Вот, Много недостатков. В общем. да. И значит, он с моей мамой уехали до вот как раз или во время гибели Кирова. В общем, им удалось уехать из Петербурга в Баку. Мгм. И, может, благодаря этому сохранили как-то. Вот. А еще один Чернавин, сын деда, это у моего деда был брат, Всеволод Чернавин, который возглавлял императорскую бригаду в Царском селе. И он перешел на сторону Красной Армии, потому что они заканчивали вместе с Бонч-Бруевичем, это брат знаменитого Бонч-Бруевича, соратника Ленина, заканчивали Омскую военную школу, военную гимназию. И он его уговорил перейти на сторону Красной Армии. И он возглавлял ее штаб, во-первых, Западный фронт, одно время наступающий на Варшаву, а потом возглавлял штаб Южного фронта. И у него был сын, который вместе с ним тоже в Красной Армии служил. В 1937 году его арестовали, через месяц расстреляли. В январе 1938 года его расстреляли, к сожалению. Вот. А еще в нашей семье еще один Чернавин есть, который служил в Белой армии и возглавлял штаб Южного фронта Белой армии, Деникин, в Врангеле даже. И он покинул Россию с Врангелем, был в Галиполии, знаете, такой лагерь, где поселились бежавшие из Керчи врангелевцы. Они в Турцию, наверное, В Турции, добежали? да, вот Ага. Галиполийский лагерь был. А потом он переехал в Прагу и работал в архиве Белого движения. И есть распоряжение, где упомянут вот, Виктор Чернавин с тем, чтобы передавали вот на его имя все исторические воспоминания, памятники. И был огромный архив Белого движения в Праге. Во время Великой Второй мировой войны он был в Праге, оставался, работал в этом музее, то есть в архиве. С немцами он не сотрудничал. И когда пришла Красная Армия, он тоже никуда не уходил, он там остался. Его арестовали, конечно. Весь архив вывезли в Москву. Он сейчас находится в Государственном архиве. И там очень много интересного материала, именно связанного с Виктором Чернавиным. Вы видели это? Нет, это у меня родственница в Москве. Она очень, несколько писем его, которые прислал Владимир Чернавин, они нашли друг друга, тот из Праги, а это в Лондоне они осели. И они переписку. 6 писем сохранились, переписка. И, кстати, мы узнали о судьбе своего деда. Мы после того, как он в 1904 году покинул нашу бабушку, мы не знали о его судьбе. Единственное, я в Петербурге нашел, что он работал в какой-то банковской сфере. Вот. Потом была информация о том, что он находился на резерве в Омске, потому что мы все из Омска вышли, Чернавины. А из переписки Виктора Чернавина и Владимира Чернавина выяснилось, что он умер в 1934 году в Одессе. Как он туда попал, как он все произошло. Так что вы представляете, какая интересная история, что даже из архива Белого движения мы узнали вот частичку истории нашей семьи. Вот таким образом прокатилась вся наша. Конечно, вот нашей маме очень досталось это наследство, потому что ей все время напоминали. Она работала, закончила Петербургский университет,
и работал у Вавилова, биохимиком. Мгм. Защитил эту кандидатскую диссертацию вот в ВИРе, так сказать, Мгм. Союзный институт растениеводства. И у него была диссертация докторская. Но ей сразу сказали, что докторскую никогда не защититесь, потому что мы знаем, где ваши сестры. Потому что еще другая сестра во время Великой Отечественной войны покинула Советский Союз с немцами. И это было тоже пятно на нашей семье. Мгм. И когда уже в начале 50-х годов после смерти Сталина мама опять пыталась защититься, ей в Москве заявили, что вы никогда не защититесь. Но они не знали свойства сапожнической натуры. Это были такие сильные личности, что она сумела в 1959 году защитила докторскую диссертацию. И из Баку ее вытащил Григорий Яковлевич Меркушкин. Мгм. Знаете такого, да? Был ректор Да, ректор. Мордовского университета. Вот он, когда увидел в Москве, как-то они пересеклись, А до этого министр был вот, просвещения в Мордовии. вот. Мгм. Он, когда ее увидел, он взял ее буквально, потому что ей предлагали в Москву переехать, она все время рвалась из Баку, потому что в Баку климат тяжелый, по здоровью ей не приходилось. И она все время, когда защитилась, она искала, куда бы ехать. Приглашали ее в Пущино, но она категорически против того, что там связано с атомной промышленностью, не хотела подвергать нас опасности. Мгм. Да. Вот. И поэтому, когда Григорий Яковлевич привез ее насильно в Саранск, она говорит, куда вы меня везете, я даже не знаю, что это город такой Саранск. Ей очень понравился Саранск. И она здесь осела и нас всех собрала. У нее 3 детей были, я младший. Вот. Таким образом, вот матушке тоже досталось. Но она вам с самого детства рассказывала, Нет, что ей чинят совершенно и придираются, скрывала от вас, никаких да? разговоров даже. Вот Чтобы вы не проговорились, да, мы тоже? даже не знали о том, что у нас за границей родственники. Мгм. Одна тетя у нас в 18 году убежала из Санкт-Петербурга, старшая дочь моего деда и бабушки. Вот. А другая дочь вот пострадала, вернее, Сапожникова Татьяна, в Соловки попала. Вернее, не она попала, она была арестована, когда допрашивали Владимира, он в крестах сидел. Ее тоже арестовали. 9 месяцев она сидела в крестах, давили на то, чтобы он признавался. А он отказался признать себя и получил только благодаря этому 5 лет Соловков. То есть в заложники взяли, да? Да, ну потом, когда его Ну, это массово осудили, было, и да. она, но ее не приняли, она работала в Эрмитаже, она закончила Сорбонну, была очень сильный ученый. Так вот, ее выкинули оттуда, она не могла найти работу. И, конечно, им надо было бежать, и они убежали. К счастью, благодаря Василию Васильевичу, который брал и Владимира Чернаева в путешествии свои, и тетю Таню. Тетя Таня особенно много участвовала в путешествиях отца Василия Васильевича Сапожникова. Вот. Им удалось выжить в тех невероятных условиях бегства из Соловков в Финляндии. Вот. Ну и потом талант позволил им написать эти книги страшные для Советского Союза. Это была бомба. Что такое, что творилось. Они там писали статьи о науке, о литературе в Советском Союзе, как давит, уничтожает. Поэтому семья была... А как Вот. вообще, с вашей точки зрения, э, репрессии остановили, затормозили развитие науки в нашей стране? Ну, трудно сказать, конечно. Но то, что это была ужасная трагедия, это несомненно. Потому что многие достижения, которые были еще в царское время, не получили развития в Советском Союзе. Возьмите телевидение, возьмите генетику, компьютерные технологии. Если они развивались, то в таком
куцом виде, что, в общем-то, мы отстали в этом плане. Так что вот наше отставание, конечно, и вот результат ваш, вернее, ответ на ваш вопрос, как подействовало. Конечно, это все здорово повлияло. Хотя говорить о том, что хорошо, что плохо, сложно сейчас. Сослагательное наклонение здесь совершенно неприменимо. Кто его знает, как все сложилось бы. Вы в каком году родились? В 41-м, до войны. А примерно в каких годах вот мама с вами впервые поделилась? Никогда. Никогда. Она в 89-м году умерла накануне перестройки. Мгм. Хотя вот одна сестра, которая тоже пострадала, Нина Васильевна Сапожник, она была доцентом Московского университета. После бегства сестры Татьяны ее посадили в Лубянку. Единственное, что вот я от нее лично слышал, она говорит, какие дураки там, такие глупые вопросы мне задавали. Но она была рафинированный интеллигент. До мозга костей. Это играла на фортепиано, до 96 лет прожила, и играла на фортепиано, разбиралась в музыке. В общем, была потрясающим человеком. И когда я поняли, что от нее ничего не, она ничего не представляет ценного, ей предложили на выбор город, куда бы захотела уехать. Она выбрала Екатеринбург и уехала, да, и всю жизнь преподавала в Политехническом институте, где Ельцин учился. Вот. И там же умерла в 86 году. А правду о репрессиях, проехавших по вашей семье, вы когда узнали? Это мы узнали благодаря нашим родственникам из Польши. В каких годах? Это вот в 92 году. В 92 Вдруг мы году. получили телеграмму. 50 лет вам было уже, да? 51 Да, год. да. Угу. Что мы вас давно ищем, наконец нашли. А нашел нас, благодаря нашли нас моя кузина, вот такой товарищ, Игорь Мангазеев. Угу. Он был член «Солидарности», подпольной организации в Советском Союзе. Угу. И он общался с «Солидарностью» польской. И на одном из съездов «Солидарности» моя племянница, Катерина Катаржина, попросила вот этого Игоря Мангазеева найти нас. Потому что когда они убежали с женихом, наша тетя Катя, из Петербурга и поселились сначала в Минске, там в Гродно, где родители его жили, был такой болгарин, Боев. А потом они перебрались в Литву, в Вильнюсе, в столицу Литвы. Вильнюс был, Вильно тогда он назывался. И он закончил юридический факультет Ленинградского, Петербургского университета. И очень хорошо преуспел там, получил почетным гражданином города Вильно. У них был трехэтажный особняк в престижном районе города Вильно. Но во время оккупации Литвы его арестовали, а у тети Кати уже было 3 детей. Старшего забрали в армию, и он закончил курс и дослужился до капитана во время войны. А вот отца арестовали и освободили его немцы уже в тюрьме в Минске. И он покинул Европу, в Америку убежал от страха. А вот тетя Катя с 3 детьми, вот, в конечном счете, перебралась в Польшу. И они жили в Польше. И вот у тети Кати старшая дочь была Татьяна, наша племянница. То есть это двоюродная сестра. А у нее была старшая дочь Катя. Вот она активно участвовала в «Солидарности». Ее арестовывали несколько раз с мужем. И вот благодаря Мангазееву через «Солидарность» она нашла нас. И мы в 92 году мы получаем телеграмму здесь с Саранск уже, что мы вас нашли наконец. Как и что. Начали переписываться. Приехала она в тот же летом, Катерина приехала в Саранск и рассказала нам историю нашей семьи. И с тех пор вот я начал заниматься. Я в 97 году уже
дворяне меня нашли из Москвы, и вот началось, сформировали мы небольшую группу потомков дворян в Мордовии. К сожалению, у нас очень мало действительных членов дворянского собрания, потому что потомков дворян все же больше осталось. По подсчетам наших историков дворянского собрания, примерно 30% потомков и сами дворяне покинули Россию, 30% было уничтожено физически, а 30% осталось. Вот. Это довольно значительное число. Это, по-моему, 5 миллионов было в дворянстве. И 1,5 миллиона, да, в да, стране 1,5 осталось? уехало, 1,5 Живыми. расстреляли, 1,5 осталось. Постарались забыть свою историю. И когда мы только организовывали наше общество и регистрировали его официально, я искал потомков дворян, живущих в Мордовии. К сожалению, очень мало откликнулось, но даже те, которые откликнулись, напуганы были так советской властью, что отказались вспоминать о своих корнях. Вот, к сожалению, такая история нашей страны, можно сказать. А когда вы узнали, что среди ваших родных есть столько людей, которые были арестованы, там к ним применялись, видимо, меры для того, чтобы заставить их признаться в том, в чем, Да, вот есть, и даже расстреляны, вы как есть, это у меня восприняли? дело есть, Да. дядя Володя. А как вы эмоционально это восприняли? Ну что ж, я, откровенно говоря, не с таким возмущением, что, мол, а какие нехорошие там. Нет, это неправильно. Это история, то, что случилось, то случилось. Сейчас озлобляться или там что-то мстить, это совершенно глупо. А что поменялось в вашем представлении о прошлом? Мало, мало. Вы знаете, первое впечатление о фактическом состоянии дел в Советском Союзе я понял еще в младшем возрасте, когда школьником меня мама вывезла, работая в институте растениеводства в Баку, вывезла в такой субтропический район Азербайджана, это Астара. Это самая южная точка наша, кроме Кушки, Советского Союза. Она граничит с Ираном. И так как это была зона, и туда проехать мало кому удавалось, меня поразила колючая проволока на границе. Это было настолько сильное впечатление, что я до сих пор прекрасно помню вот это прекрасная красота тех мест, и вдруг это страшный, колоссальный 5-метровый забор. Мне тогда показалось такое вообще до неба. И на той стороне забора ребятишки бегают. Вот. Это было так дико, что настолько мы разделены от всего внешнего мира. Ну, а потом, конечно, вот Солженицын со своим «Один день Ивана Денисовича», и потом фильмы, которые в то время выходили, «Чистое небо» и вообще потрясающие вещи тех времен. И разговоры уже пошли. А потом уже в 50-х годах возвращались же репрессированные. И у нас в нашей семье была дружба сотрудницы, маминой сотрудницы. В Саранске? Нет, это в Баку. Да-да-да, 50-х Баку, годов, да. Угу. Мама переехала в 64-м, а я приехал в 66-м. Вот. И отец этой азербайджанки, Севиль, был репрессирован. Извините, конец первой части.